супер. Вот, я вас приветствую на нашем канале Live. Как вы помните, меня зовут Карина. И сегодня в Калининграде мокрый снег и плюс 2 градуса. 27 декабря. Время 14 часов. И если вы попадете в Калининград в такую погоду, вот мы в районе Центрального парка, то вы наверняка захотите покушать, где-то перекусить. И вот я решила вам показать сегодня вот такой вот ресторан Пеперончино. Очень хороший ресторанчик. Давайте туда сходим. Здравствуйте. Нет. Да. Здравствуйте. Пойдемте вас проводить. Пойдемте. Спасибо. Пожалуйста, присаживайтесь. Мы в ресторане. И смотрим меню. Интересно, что я выберу сегодня. Тут есть, в принципе, на любой вкус блюда. Но я вегетарианка. Мне нужно выбрать что-то для себя. Для себя что-то выбрать. Так, смотрим, что можно будет поесть. В принципе, я определилась. Вот такой вот ресторан. Здесь очень красиво, но сегодня очень много народу. Мы находимся в ресторане Пеперончино. Это итальянский ресторан. Очень красивый, шикарный. Все здесь очень хорошо обустроено. Декорации такие красивые. Все сделано очень качественно и мило. И сейчас мы будем делать заказ. Мы выбрали вегетарианское блюдо для меня. Это ризотто. И для моего сына выбрали несколько блюд, которые ему нравятся. Пельмешки. Сейчас все принесут. Вот. А пока мы сидим и ждем. То здесь вот можно посмотреть, очень шикарно. На самом деле шикарно. Пока мы с вами сидим в ресторане, в уютной обстановке, ждем, когда нам приготовят еду, я с вами хочу поговорить про Новый год. Конечно, это видео можно смотреть в любое время года, в любой год, но всегда это будет информация полезна. Вы ее сможете применить, конечно же, только в Новый год. Многие очень мечтают о богатстве в Новый год, о процветании, о том, чтобы в новом году денежки только множились. И как это сделать? Вот в чем вопрос. Как сделать так, чтобы у вас пришло богатство в новом году? А очень просто. Нужно 31 декабря взять несколько плодовитых семян. Какие вам нравятся растения? Но лучше выбирать растения, которые приносят богатство. Живучие, те, которые каким-то образом, знаете, так, умеют выживать в любых условиях. Вы берете несколько семечек таких растений и разбрасываете по полу 31 декабря у себя дома. А 2 января, не 1, а 2, вы эти семечки все собираете, готовите горшочки и высаживаете в земельку. И вот как будут эти семечки расти,
Так у вас будет расти благосостояние в вашем доме. Так будут денежки все расти у вас, прибавляться. Вот такой вот ритуал. Это очень полезный ритуал, это очень действенный ритуал. И он всегда-всегда помогает преодолеть финансовые трудности. Вот такой для вас совет. Нам уже принесли малиновый лимонад. Такой вот хороший. Вот. Здесь очень вкусный готовят малиновый лимонад пеперончино. Очень нравится нам. Вот так здесь подают латте. Вот такой вот хорошенький. И обычно кофе здесь хороший. Здесь можно пить кофе вполне. Здесь готовят наггетсы с пюре. Это для детей подают. В принципе, мой ребенок всегда доволен. И принесли мой ризотто. Вегетарианский. Все, как я люблю. Здесь есть сыр, пармезан. Его подают отдельно. Нужно посыпать сыром наше ризотто. Вот так вот примерно. Можно немножко подождать, можно есть сразу. Это, в принципе, не возбраняется. Вот здесь можно поесть примерно на одного человека на 500 рублей. Если вы заказываете одно горячее блюдо и напиток, то этого вполне достаточно для вас. Вот такой вот у нас ресторан Пеперончино. Замечательный, приветливый. И надеюсь, что мне будет очень вкусно. На сегодня мы прощаемся с рестораном Пеперончино. Было очень приятно побывать здесь в гостях. Надеюсь, вы что тоже сюда будете приходить. И здесь вам понравится. Здесь уютная обстановка и хорошая итальянская кухня. Поэтому, конечно, ресторан приютит вас, когда вы приедете сюда, в Калининград. Здесь детская комната есть, здесь еще столики. В общем, в принципе, все хорошо. А сейчас можно будет пойти в Центральный парк. Вот здесь мы видим в начале Центрального парка, видите, кирха королевы Луизы. На самом деле, сначала парк был посвящен совершенно другой Луизе, жене хозяина этого парка. Но королева облюбовала парк, и поэтому его начали ассоциировать именно с ней через какое-то время. Нам сейчас нужно будет перейти дорогу аккуратненько. И мы двинемся в сторону парка. Вообще от ресторана Пеперончино в парк пройти 2 минуты, потому что он находится прямо рядом с парком. Все это у нас расположено в центре города. То есть мы из центра пока никуда с вами не уходили, не уезжали далеко. Это проспект Мира, самое начало, да, там, где мы находимся. У нас исторический район города, старый район. Здесь очень много старых простроек. Если зайти за вот этот торговый центр Парковый, пойти по улице Красной, то мы увидим очень много старых домов, красивых. Вот. Это очень хороший район, на самом деле. Очень хороший. Вот. Вообще у парка адрес, по-моему, проспект Победы 1. Сейчас мы с вами глянем, посмотрим. Вот, смотрите, наш центральный парк. Вот кирха королевы Луизы. Сейчас это кирха, это теперь кукольный театр детский. Вот раньше парк назывался Луизенваль. Именно в честь сначала жены хозяина парка, а потом в честь самой королевы. Вот так устроен парк. Здесь можно гулять часами. Хорошо, что погода наладилась, потому что там только что шел мокрый снег до того, как мы пошли в ресторан. И этот мокрый снег, конечно, для камеры не совсем приятно, потому что вы, возможно,
за заляпанным объективом ничего бы не увидели. Но сейчас есть такая возможность. Вот давайте немножечко вам покажу тут все. Так выглядит территория зимой. Учитывая, что сегодня 27 декабря, конечно, вы видите не лучший образ парка. Давайте зайдем в кукольный театр. Ведь это тоже развлечение. Если вы хотите посетить город, то, возможно, вы сходите и сюда. Посмотрим афишу. Театр кукол. Видите, тут муха-цокотуха, волка-козлята. В общем, все для детей. Новогоднее представление будет. Здесь касса. Там холл. Все как обычно. И вот потолок. Вот так. Пойдемте дальше, прогуляемся по парку. Прогуляемся по парку. Посмотрим, что у нас тут еще есть. Тут лавочки везде. Если они не мокрые, можно посидеть. И на каждой лавочке есть вот такие цитаты. Цитаты. Тут гуляют люди всегда, независимо от времени года. Независимо даже бывает от погоды, но если не ливень, конечно. Если ливень застал у вас в парке, ну что ж, теперь придется вам бежать куда-то, да? Калининград вообще город очень дождливый на самом деле. Вот мы сейчас с вами идем, и уже начинает моросить. Вот. Этим он напоминает нам Лондон чем-то. Потому что когда мы видим дождь очень часто, начинаем сравнивать с дождливыми местами на планете. Но бывает, что в Калининграде неделями нет дождей. Конечно, бывают и такие времена, почему бы и нет. Но, надеюсь, камеры объектив не будет заляпан. И мы с вами все сейчас успеем увидеть, прогуляться. Парк. Парк передавался нескольким хозяевам, его перекопали туда-сюда. То один хозяин им владел, то другой. И их имена вам, в принципе, ничего не скажут. Это все были, естественно, прусы, немцы. Вот. Здесь территория очень хорошо облагорожена. Вот посмотрите. Все сделано для детей, чтобы они бегали, резвились. Лодочка, лебеди. Все это сделано как декорация для того, чтобы деткам было весело, чтобы они тут, ну, так скажем, лазили, фотографировались, кто как. Теперь посмотрим. Вот тут карусели, естественно, много-много каруселей. Сейчас я вам покажу их. А вот это памятник барону Мюнхгаузену. Это очень хороший памятник. Он создан, я так понимаю, для развлечения, для того, чтобы можно было залезть вот в этот проем и фотографироваться, как будто бы ты и есть этот барон, садиться на ядро, и всем весело и приятно. Теперь смотрим дальше. Вот эти дорожки я очень люблю. Я по ним часто хожу, гуляю, особенно летом. Летом мы часто сидим в парке, вон за теми елками. Вот это вот киосочки. Тут всякие вкусности продают. Чешский тырдельник. Я про него даже в своем инстаграм писала. Это лакомство такое специальное. Булочка витая. Ее запекают, как, не знаю, как спиральку такую. А внутри покрывают шоколадом. Вот такой тырдельник. Но, в принципе, есть и много других начинок. И не только начинок, а иногда просто сверху. Можно сахаром посыпать. Или еще чем-то. Там цветной карамелью какой-то делают. Ну, это все очень вкусно на самом деле. И чисто чешское лакомство. А вот это вот тоже киоск. Здесь кофе можно попить тоже как тырдельники. И всякие напитки купить. Там вода, сок. Вот наше колесо обозрения. Там карусели. Мы подойдем поближе. Только сначала посмотрим каток. Потому что в Калининграде нет снега. Ну, только вот пролетающий дождь со снегом, да, который вы сейчас видите. Вот. И... это силомер. У нас можно силу проверять. И, естественно, каждый год здесь делают вот такой искусственный каток.
который работает по расписанию, по-моему. Давайте к нему подойдем, посмотрим. Я думаю, что камера уже заляпалась у нас, да? Так, снимаем наш каток, смотрим, как тут, что тут. Вот так вот выглядит это все. Это лед, естественно, искусственный, потому что у нас не будет держаться лед в Калининграде в это время года. Ну, вот так вот катаются люди. Всем нравится на коньках кататься. Люди здесь болезненно воспринимают отсутствие снега, многие отсутствие зимы нормальной. А мы, уральцы, воспринимаем с радостью, с счастьем. Ну, а почему-то люди, которые приехали с Казахстана, здесь многие приезжают с Казахстана жить, они воспринимают с горестями, что нет снега. То ли казахстанцы так любят снег, то ли что, уж не знаю. Вот. Но я не скучаю по снегу нисколько. Не выпадал бы он, и слава богу. То есть вообще, в принципе, не выпадал бы. Я была бы этому очень-очень рада и счастлива, если бы он не выпадал. Вот видите снег, который привезли ради вот этого ледового катка. Вот. И сейчас идет уже такой мокрый снег, а мы с вами идем к памятнику Высоцкого. Но перед этим посмотрим на площадку для выступлений, чтобы вы на фоне нее увидели весь тот снег и дождь, все вместе, которые идут сейчас в Калининграде, потому что это редкость, это нужно видеть. Вот. А мой сын, естественно, полез в сугроб, потому что он-то как раз скучает у нас иногда по снегу. Вот наш Высоцкий, памятник, хороший памятник. Его многие любят, все с ним фотографируются. Вот такой вот красивый. Пойдемте подойдем поближе к нему. Вот он. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вообще что-то увидите сквозь заляпанный объектив, любите ли вы Высоцкого. Я вот люблю. В детстве слушала очень много на бобинах. Слушали ли вы бобины? Тоже мне напишите, пожалуйста, потому что я слушала и пластинки, и бобины, и это было очень весело и интересно. А вот здесь у нас есть секретик. Вот тут такая есть чаща в парке. Нужно через нее пройти и поискать маленькую белочку. Вообще тут в парке живет 2 белочки. И у них, возможно, даже есть дети, представляете? Но нужно подождать немножко, чтобы привлечь белок. То есть сначала нужно, чтобы еды там насыпать, всего-всего, а потом уже подождать, когда они придут. Вот. Сейчас я везде насыплю еды, подожду. Если вдруг они придут, то я для вас обязательно сделаю съемку. Вот сейчас нам нужно здесь еще пройти. Видите, какое красивое дерево. Вот. Представляете, вот у меня есть слово паразит. Красивый. Вот мое слово паразит красивый. Если у вас есть слова паразиты, обязательно про них напишите. Белок мы не встретили, но везде набросали им вкусняшек под каждым деревом, чтобы они могли питаться вкусно и правильно. Вот, чтобы они могли выжить. Нужно обязательно поддерживать бельчат и белок, которые живут в парках. Но главное давать им ту еду, которую им кушать можно. Запомните это раз и навсегда. Пойдемте посмотрим, как выглядят карусельки в нашем парке. Сейчас, конечно, зима, все не так, как летом красиво. Но вдруг вы хотите переезжать в Калининград, и вам нужно знать, как все выглядит здесь круглый год, а не только красивым летом, красивой весной. Мне вот здесь всегда красиво. И сейчас тоже красиво. Смотрите, какое небо сегодня. Шикарное. Конечно, сегодня никто не катается на каруселях, потому что они мокрые, потому что холодно. Но
когда лето, когда весна. Здесь просто праздник для ребят. Они развлекаются, веселятся, проводят время с родителями в первую очередь. А для детей самое главное провести время вместе со своими родителями, которые часто работают. И парк — это лучший повод для этого. Вот. Вот такой у нас парк. Надеюсь, вам понравился наш парк, наше знакомство с ним. И, может быть, когда вы приедете, вы придете сюда. Если приедете летом, сядете на лавочку, купите горячую вафлю с мороженым. Вафля будет горячая, мороженое холодное. И вы посидите и просто отдохнете.